Доброе утро, дорогая республика! Сегодня лето по-настоящему заявило о себе. Жара, солнце и бесконечный заряд позитива. Пусть этот знойный день будет продуктивным и полным приятных сюрпризов. Это утро Якутии. Я приветствую вас и, конечно, в течение ближайшего часа призываю оставаться с нами. Ведь с нами просыпаться полезнее, интереснее. У нас сегодня будут в студии потрясающие гости. Ну и, конечно, наши постоянные рубрики. Поэтому будьте с нами. И, как всегда, давайте же узнаем, какая у нас погода сегодня за окном. Воздуха на 6 часов утра была на отметке плюс 21 градус. В Заречной группе 21-29. В Южных 17-26. В Вилюйской группе 20-31. В Нижнеленских до плюс 28. В Западных 19-28 выше 0. В Колыму-Дигирской группе улусов до 21, в Янских 23, на северо-западе 5-22 со знаком плюс. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке плюс 17 градусов. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Штиль. Сегодня днем малооблачно. Ветер до 2 метров в секунду. Температура воздуха ожидается до плюс 31 градуса. Лето щедро дарит солнце, но иногда его становится слишком много. Когда в комнате душно и хочется хоть немного прохлады, на помощь приходят простые, но очень действенные приемы. Делимся самыми рабочими из них. Когда столбик термометра зашкаливает, а кондиционера в доме нет, спасением может стать обычный вентилятор и пластиковая бутылка. Этот простой способ, чтобы охладить комнату, уже оценили тысячи людей. Для эксперимента нам понадобится 2-литровая пластиковая бутылка, простая каменная соль, воронка и немного терпения. Для начала берем воронку, вставляем в горлышко бутылки и насыпаем 3 столовые ложки соли. Затем добавляем теплую воду, чтобы соль быстрее растворилась, и тщательно перемешиваем. Когда соль полностью растворится, доливаем в бутылку холодную воду из-под крана, но не до самого верха. Плотно закручиваем крышку и убираем бутылки в морозилку на несколько часов. Почему именно соленая вода? Дело в том, что она замерзает при более низкой температуре, чем обычная, а размораживается гораздо дольше. Это и есть главный секрет. Теперь берем обычный вентилятор, а перед вентилятором ставим нашу замороженную бутылку. Под бутылку лучше положить поддон или тарелку, куда будет стекать конденсат. Как это работает? Теплый воздух от вентилятора проходит через холодную бутылку и охлаждается. Для чистоты эксперимента замеряем температуру в комнате и видим, что она начала постепенно спадать. Как видите, все гениальное просто. Если у вас нет кондиционера, такой способ поможет пережить жару без лишних затрат. Согласитесь, утро бывает разным. Кто-то вскакивает с кровати, кто-то, возможно, долго лежит и подтягивается, ну а кто-то долго прячется под одеялом. А мы сегодня выбираем осознанный старт – утреннюю йогу. Это не про идеальную гибкость и про то, как мягко разбудить тело. Это больше про дыхание и про то, как настроить себя на продуктивный рабочий день. Смотрим нашу зарядку, где мы покажем простой комплекс, с которого легко начать даже новичку. Доброе утро, дорогие телезрители! Сегодня я вас познакомлю с комплексом простых упражнений по направлению йога. Так, берем правую руку, располагаем ее в области височной части. Вторую руку можно положить на бедро, чтобы вам было удобно. И самое главное, обратите внимание на ваш локоть. Он у вас свободный, но вам нужно его отвести назад, чтобы получить напряжение в области. И делаем несколько циклов наклонов. Глаза можете закрыть, взгляд направить вниз, чтобы вам было удобно. И локоть в это время у вас отводится постоянно, и вы чувствуете напряжение в области лопаток. Заканчиваем и переходим на другую сторону. То же самое повторяем, обращаем внимание на локоть, потому что мы забываем про него. И то же самое. Закрываете глаза, и у вас очень хорошо растягивается шейная часть.
И вы заметите со временем, что у вас кольца Венеры в этой области, они разгладятся. Теперь мы с вами переходим на движения волнообразные, напоминающие, как будто плывет лебедь. Движение, подбородок. И в обратную сторону можно себя сделать на себя. Так, хорошо. Теперь мы с вами движения делаем обычные головы, чтобы растянуть заднюю часть шеи вниз. Наклон вперед, наверх смотрим и снова вниз. И так 8-10 циклов дыхания. Не торопимся, делаем аккуратно. Плечи расправлены. И тоже со временем вы через какое-то время прочувствуете, как у вас шея вытянулась. Вы можете это делать не только вне дома, но и на работе во время обеденного перерыва. Разводим в сторону, и у нас обязательно ощущение, будто пространство расширилось. Лопатки сводим настолько, чтобы они друг к другу тянулись. И обратно. И здесь вы почувствуете, как у вас хорошо плечи раскрываются. Опять перед собой смотрим на кончики пальцев. Разводим. И снова вперед. Теперь мы с вами руки делаем в замок. И наклоны. Наклоны нам обязательно очень нужны, потому что улучшается кровообращение в головном мозге. И, конечно же, улучшается цвет лица. Наклон с прямыми ногами. И у вас хорошо очень работает в области лопаток. И немного можем присесть. Потом мы делаем, руки освобождаем и наклон к прямым ногам. Немножко, если что, можно колени согнуть. Медленно-медленно приподнимаемся и снова раскрываемся. Очень важно соблюдать баланс во всем, не только во внешнем мире, но и во внутреннем. Прижимаем к себе. Замечательно будет, если у вас рядом есть стена, когда вы только впервые все это начинаете. Прижимаем и выворачиваем стопу так, чтобы вы чувствовали комфорт. Самое главное, комфортно. Рука может быть направлена вверх, либо мы ее располагаем в области бедер. Так очень удобно раскрывать тазобедренные суставы, и это очень хорошо и полезно для малого таза. То же самое мы делаем с другой стороны. Самое главное, колено нужно подтянуть вверх. Также разворачиваем стопу и находим баланс. Если что, мы представляем, что у нас есть стена, либо действительно мы держимся. Так будет удобнее. На этом комплекс упражнений завершен. Я благодарю вас за уделенное ваше время. И помните о том, что йога доступна для всех, независимо от возраста, пола. Самое сложное в йоге – это расстелить коврик. Доброе утро, коллеги. Далее блок новостей. Студенческие строительные отряды начнут работать в ближайшие дни в селах Сордах и Дулгалах Верхоянского района. Такое поручение дал председатель правительства республики Кирилл Бычков по итогам рабочей поездки в пострадавшие от паводка населенные пункты. Стройотряды окажут адресную помощь отдельным категориям граждан при ликвидации последствий подтопления и восстановлении домов. Также по поручению председателя правительства будет организован отдых детей из 2 сел в детских оздоровительных учреждениях столицы. Помимо этого, исполнительным органам власти совместно с администрацией Верхоянского района поручено проработать вопрос обеспечения жителей сеном в связи с затоплением сельскохозяйственных угодий, а также обеспечить более раннее начало отопительного сезона. В Якутске стартовал 2-й этап всероссийского конкурса за нравственный подвиг учителя. Ежегодно площадка объединяет лучших педагогов страны, чьи проекты направлены на духовно-нравственное воспитание детей и молодежи до 20 лет. В этом году 21 победитель региональных этапов среди Дальнего Востока представят свои образовательные проекты. 4 из них – якутяне.
Конкурс проводится совместно с Русской Православной Церковью и Министерством просвещения Российской Федерации. Конкурс проходит уже в 21 раз на всей территории Российской Федерации. Это крупнейший церковно-государственный конкурс. Да, аналога такого конкурса больше нет. Мы будем еще делиться опытом, как у нас проходит работа в наших регионах, потому что все представители Дальневосточного региона приехали. И заседания вот эти, они позволяют не только провести экспертизу работы, но еще какие-то межрегиональные связи у нас происходят. То есть мы договариваемся заранее о каких-то проектах совместных, об образовательных проектах, о культурных проектах. Вот этому будет посвящен сегодняшний и завтрашний день. В Ленске продолжается благоустройство городского парка. Второй этап в самом разгаре. В прошлом году городская администрация выиграла конкурс формирования городской среды с проектом обновления. В рамках программы на реализацию идеи выделили из федерального бюджета 100 миллионов рублей. Сегодня уже заканчивается укладка пешеходных и велодорожек, благоустроены места для зон отдыха, начато возведение сцены. Заключен контракт на строительство амфитеатра. Работы ведутся ударными темпами, чтобы до конца лета закончить основную часть благостроительных мероприятий. Контракты заключены, благоустройство у нас идет хорошими темпами, уже в принципе готовность такая достаточно хорошая, причем у нас контракт двухгодичный, но я думаю, благоустройство мы закончим в этом году. Малые архитектурные формы тоже мы с подрядчиком сейчас работаем, чтобы ускорились и смонтировали по возможности в этом году. Предстоящее 1 сентября в российских образовательных учреждениях будет посвящено темам единства народов России, сохранения исторической памяти, патриотического воспитания и укрепления традиционных духовно-нравственных ценностей. По данным Минпросвещения страны, особое внимание рекомендовано уделить участию в праздничных мероприятиях представителей разных народов страны, многодетных и многопоколенных семей, ветеранов боевых действий, участников СВО, выпускников, добившихся профессиональных успехов, а также представителей общественных организаций и национально-культурных объединений. Уточняется, что их выступления будут посвящены дружбе народов, взаимному уважению, сохранению исторической памяти и общей ответственности за будущее страны. Согласно ежегодному исследованию, индекс туристической привлекательности регионов России Якутия заняла 3-е место среди регионов Дальнего Востока и 16-е в общероссийском рейтинге из 85 субъектов. Об этом рассказали в региональном министерстве предпринимательства, торговли и туризма. На Дальнем Востоке республика уступает только Приморью и Камчатке. По России регион находится на одной ступени с Севастополем, Тамбовской областью и Забайкальем. В ведомстве отмечают, Якутия обладает уникальным природно-климатическим потенциалом для познавательного туризма и экотуризма. В регионе есть все, что нужно современному путешественнику: полюс холода, нетронутая природа, богатейшее культурное наследие и самобытные традиции коренных народов. На этом все. Хорошего дня и оставайтесь на нашем телеканале. Праздники – это не только про выходные и подарки. Иногда это отличный способ остановиться на минуту, заметить что-то хорошее и просто улыбнуться. Так, сегодня, 30 июля, дарит нам сразу несколько таких поводов. Достаточно необычных, но очень теплых. Например, Всемирный день вышивки. Это праздник для всех тех, кто любит это древнее рукоделие. В этот день часто проходят выставки, мастер-классы, можно поделиться своими работами и освоить новую технику. Чем же еще запомнился этот день, узнаем далее. На календаре 30 июля. Сегодня отмечают Международный день дружбы. По народному календарю Марина с Лазарем. На Руси день Марины с Лазарем считался временем зорниц, молний без грома и дождя, которые предвещали пожары и иссушали зрение. Смотреть на них категорически запрещалось. Кроме того, мудрые люди предупреждали: сухая молния калит, хлеб в цвету, наводит ржу на траву. Это день в истории. 1792. На улицах Парижа впервые прозвучала «Марсельеза». 1975. В Хельсинки открылся заключительный этап совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. 1991. Лучано Паваротти дал юбилейный концерт в лондонском Гайд-парке. В этот день родились 1511. Джорджо Вазари, итальянский живописец, архитектор и писатель эпохи маньеризма. 1754. Серафим Саровский, великий подвижник русской православной церкви и чудотворец.
1768 Федор Биберштейн, немецкий ученый, ботаник и путешественник. 1796 родился Никита Муравьев, русский офицер, один из главных идеологов движения декабристов. 1863 Генри Форд, американский промышленник, основатель компании Ford. 1948 Жан Рено, французский актер испанского происхождения. Именины сегодня отмечают Вероника, Леонид, Маргарита и Марина. Вы смотрите «Утро Якутии», и хотелось бы напомнить, что нас смотрит вся республика. Ну и, конечно, самые крупные города. Например, такие как Мирный, Нерюнгри, Алдан, Ленск. Вот как раз-таки в Ленск мы сейчас с вами и отправимся. Ведь там совсем недавно открылся торговый павильон, где будут продавать местную сельхозпродукцию. В прошлом году городская администрация выиграла конкурс поддержки местных инициатив с 3 проектами. Один из них как раз и был посвящен строительству мини-рынка «Ленские овощи». На реализацию выделили средства, и задумка воплотилась в жизнь. Обо всем подробнее у наших коллег. Местная продукция всегда востребована у ленчан. Приобрести свежие, экологически чистые овощи, картошку, морковку, свеклу, капусту, огурцы желают все. Сегодня это вполне реально. Мини-рынок открыт. Здесь сельхозпредприниматели каждый день выкладывают на прилавки только что собранную с полей и огородов овощную продукцию. Это очень удобно нам. Здесь есть свежие овощи, и капуста с мури, и картошку, и, в общем-то, морковку. В общем-то, в принципе, все овощи. Ну, иногда мы покупаем еще и цветочки, не только овощи, и зелень. Это очень удобно. И тем более, если ты идешь вот где-то мимо, тут забежал и купил. На сегодняшний день в павильоне базируются 3 предпринимателя. 2 ленских и 1 из села Мурья, Ахмадулла Максимов. Мужчина доволен. Наконец-то появился мини-рынок. Теперь свою продукцию можно реализовывать в организованном месте. Ранее предприниматели торговали в палатках у дороги. Нам удобно сейчас, все здесь понравится. Вот все наши коллеги. Коробкой по коробке привезу, основное сдаю. С Мирным отправим, Айхалу отправим. Только начался. Цветы, например, мы выращиваем. Это посадили. Трудимся. На мини-рынке можно приобрести салатные листья, укроп, уже соленые огурчики и даже цветы. Они здесь на любой вкус. Места свободные еще остаются. Заключить договор аренды всем желающим реализовать свою продукцию можно в городской администрации. Светлана Балеева, Ленск. Совсем скоро наступит август, а вместе с ним изменения, которые касаются многих якутских пенсионеров. Ежегодно перерасчет пенсий – это очень важный вопрос. И самое главное, насколько и при каких условиях увеличат выплаты. Чем этот перерасчет отличается от индексации, мы узнаем с нашим утренним гостем. Знакомьтесь. Рядом со мной Яков Топорков. Это у нас заместитель начальника управления установления пенсий отделения социального фонда России по Якутии. Доброе утро. Доброе утро. Яков, давайте поэтапно поговорим на эту важную тему. Да? Вообще, скольких якутян коснется ежегодный перерасчет пенсии? Да, скольки якутян? Тема связана с работой. И, соответственно, у нас претендуют на августовский перерасчет работающие пенсионеры, которые работали в прошлом 2025 году. И такое количество у нас составляет порядка 97 тысяч граждан. Угу. Вот насколько увеличится пенсия работающих пенсионеров? Насколько увеличится, индивидуальный характер носит это повышение, потому что оно связано с заработной платой, например, да, основа, с которой уплачиваются страховые взносы по итогам года и делаются соответствующие взносы и расчеты. В законе установлена предельная величина такого увеличения. Это 3 балла. Все привязано сейчас к баллам, то есть не более 3. И стоимость 1 балла у нас 156 рублей. И, соответственно, умножаем на 3, получается сумма такая 470 рублей. Но это максимальная величина. А так все индивидуально. Если зарплата была ниже, то, соответственно, перерасчет будет, исходя из таких взносов, он будет ниже. В среднем мы посчитали уже этот перерасчет. Порядка 350 рублей в среднем по республике. Вот эти 97 тысяч граждан получат такой перерасчет. Угу. Многие путают этот ежегодный перерасчет с индексацией. Да? Давайте внесем ясность, чем принципиально отличается августовский перерасчет для работающих пенсионеров от индексации. Так, индексация пенсии, это мы говорим сегодня
о законе о страховых пенсиях, да, и в силу закона ежегодно с 1 января проводится индексация пенсии. Она связана с, ну, с инфляцией, скажем так, с ростом цен. Вот это самый основополагающий принцип, и он коснется всех получателей, которые получают пенсию по закону о страховых пенсиях. Да? Когда мы говорим об августовском перерасчете, то мы уже привязываемся к работе, к уплате страховых взносов, и в силу закона также такое повышение определено уже с 1 августа. Вот эти два различия. То есть с 1 января получают все получатели страховых пенсий, а с 1 августа та часть, которая только работала. Работает. Да. Хорошо. А кто может выйти на пенсию вот в 2026 году? В 2026 году, ну, то есть пенсия связана с наступлением пенсионного возраста, да, то есть ключевой момент. И все мы знаем, что идет повышение пенсионного возраста, она уже как бы завершается у нас, да, последний год идет. И вот на примере нашей республики мы все относимся к районам Крайнего Севера, и основная часть граждан назначается пенсии за работу в районах Крайнего Севера. То есть там есть определенная статья, и возраст выхода на пенсию, ну, для мужчин в текущем году выйдут мужчины 67-го года рождения. Это 59 лет, которые достигают. Женщины 72-го года рождения достигают 54 года. Но тут тоже условия стаж, 25 для мужчин, 20 для женщин, общий страховой. И самое важное условие — это работа в районах Крайнего Севера. Но это так, это база, и есть у нас, ну, женщины, да, то есть, которые родили 2 детей, у них пенсионный возраст не повышался, да, при реформе, то есть он не повышался, и они выходят в 50 лет. То есть нужно иметь 2 детей, и ты выйдешь в 50 лет. Это касается женщин. Но вот если все-таки мы попадаем вот в эти группы, да, год рождения, да, и, допустим, наличие 2 детей для женщин, да, как подготовиться к выходу на пенсию? Потому что многие сидят и думают, ну, наступит возраст, само все придет. Или все-таки, если грамотно это делать, нужна какая-то подготовка? Да, ну, во-первых, нужно тоже как бы знать, желательно, ну, Какого-то года иметь, да, рождения. какого-то года рождения, когда нужно обратиться за пенсией, да. Ну, мы проводим такую работу обычно за 2 года. Мы начинаем работать с гражданами, шлем им письма и так далее, приглашаем к нам прийти. Человек, сейчас современный век, то есть есть госуслуги, можно зайти на портал и посмотреть свой индивидуальный лицевой счет, то есть выписка, и там все параметры о стаже, о зарплате там есть. Ну вот для женщин, да, вот по практике мы видим, что дети есть, а сведений о детях там нет. То есть вот и система, она не понимает, вот, когда вам выйти, то есть она не знает. Человек это может увидеть, спросив, сколько у вас детей, 2, мы говорим 50 лет. А если этих данных о детях в системе нет, то система она не определит, она вас отправит подальше, там, на другие условия, постарше и постарше. И будешь ждать, да? Да, поэтому нужно вам все проверить, чтобы у вас были все периоды работы, соответствовали вашей трудовой книжке. Если были служба в армии, то тоже там должна быть занесена. Сведения о детях тоже там нужно посмотреть. Учтен ли ваш ребенок там в этой выписке. Вот самое важное. То есть, если заранее все это сделать, то, в принципе, к возрасту все можно оформить достаточно быстро, да? Это нужно делать заранее. И вот как сейчас есть такое понятие предпенсионера за 5 лет. Да? То есть человек может туда не попасть по той причине, что женщина к нам не обращалась, и сведения о детях не внесены. И, соответственно, у нее статус уже не предпенсионера, и начинает она переживать, почему так. А мы говорим, что вот сведения о детях надо внести, и поэтому все будет хорошо. А что еще ждет пенсионеров в августе? Какие-то еще есть новости? Так, ну, в августе, это, вот мы говорили о августовский перерасчет, это основная масса, касающаяся работающих пенсионеров, и есть еще получатели накопительных пенсий. Их у нас немного, и тоже в августе таким категориям будет проводиться индексация, там 17,3% накопительной пенсии и 19,3% срочная пенсионная выплата. Ну и это все, это основа. Это все. Яков, спасибо большое за полезную информацию. Мы желаем вам хорошего рабочего дня и плодотворной рабочей недели. Спасибо.
Кому не знакома романтика летних лагерей? Во взрослом возрасте кажется, что она уже далеко позади. Но это не так. В Якутске стартовала вторая смена лагеря для пенсионеров, которая называется «Серебряные каникулы». Она объединила пожилых жителей 22 районов республики. Для чего, расскажет Сарглана Неустроева. Серебряные каникулы – это сбывшаяся мечта любого пионера. Отряды, девизы, совместная активность и, конечно, вечерние дискотеки и огоньки. В этом лагере все как полагается, с одной только оговоркой. Расписание, соответственно, тоже именно для пожилого человека. Оно не должно быть прямо таким плотным, да? А мы всегда даем время, чтобы они могли бы отдохнуть в то же время. И тем не менее, программа лагеря достаточно насыщенная. Ежедневные мастер-классы, экскурсии, поездки и другие совместные активности. Смена длится всего неделю, поэтому нужно набраться как можно больше разных впечатлений. Но самое ценное в лагере – новые знакомства. И прекрасно то, что здесь как бы не то, что я встретилась только с новыми людьми. Здесь очень много старых людей, даже те, которых я давно-давно не видела. Вот здесь встретились. При этом общение продолжается и за пределами серебряных каникул, отмечают отдыхающие. Они создают группы в соцсетях, активно обмениваются новостями и в целом поддерживают друг друга. Объединяет их одно – общие воспоминания и опыт. Что вот такие лагеря, мероприятия, активности дают людям вашего поколения? Они возвращают молодость. Тут себя легко чувствуешь, много приобретаешь. И ровесники самое главное. Мы все как-то заряжаемся позитивом и все получаем стимул дальнейшей жизни. Как отмечают организаторы лагеря, желающих отдохнуть очень много, но места квотированы. Поэтому их главная цель – мотивировать активистов в районах республики организовать такие же смены у себя в улусах, чтобы у пенсионеров была возможность отдохнуть, не выезжая далеко. Все равно это желание у пенсионера, оно всегда было и есть и будет, я думаю, потому что это поколение, которое выросло со времен СССР же, да, и всегда мы в детстве, всегда у кого-то, всегда были лагеря свои, куда-то мы ездили работать даже, да, и такие вот активные отдыхи для нас это как бы, ну даже мы востребовано, можно сказать. Это доказывает и количество отдыхающих. Всего 110 пенсионеров собрала смена лагеря. Кстати, разместили их в живописном месте вдали от городской суеты на базе Республиканского техникума-интерната реабилитации инвалидов. С ним у школы третьего возраста подписано соглашение, так что велика вероятность, что и следующие смены пройдут там же. Сарглана Неустроева, Семен Семенов, Якутск. Лагерь для пенсионеров – это про то, как оставаться активным и как радоваться жизни в любом возрасте. А вот стильная одежда – еще один способ чувствовать себя уверенно. Сегодня разберем, как стилизацию одной вещи – рубашки можно сделать универсальным инструментом. Доброе утро, дорогие друзья! Меня зовут Дарья Габышева, я персональный стилист. И сегодня наша с вами уже любимая рубрика «Моде и стиле». И я знаю, что у многих в гардеробе есть рубашки. Рубашка – это базовый предмет гардероба, к которому многие привыкли. И каждый раз хочется носить данный предмет гардероба как можно разнообразнее. И именно сегодня мы подобрали для вас рекомендации, как стилизовать простую базовую рубашку. В данном случае на мне голубая рубашка, достаточно классического кроя. Это не оверсайз модель, просто рубашка там на один размер мне велика. Это специально для того, чтобы показать, что можно носить и более свободный вариант, не только по фигуре. Как ее стилизовать, сейчас покажу. Первый из таких простых вариантов, которые я бы рекомендовала для стилизации, это такие вот аксессуары, которые легко снимаются, можно быстро приобрести и в целом стилизовать с разной одеждой. Что мы можем сделать? Мы можем с вами добавить браслеты на запястье справа и слева. Так, симметрично размещаем наши браслеты, и у нас получаются вот такие вот акцентные детали на манжетах. Смотрите, это выглядит очень интересно. Такой вариант можно подобрать для выхода, например, на мероприятие, и простая рубашка становится уже у нас более интересной. К этому же сету мы можем подобрать украшения на шею, либо серьги. Я сегодня подобрала украшения на шею. Сейчас покажу вам, как это может смотреться.
Так, все, мы примерили наши прекрасные бусы. Посмотрите, как они хорошо смотрятся. Они не сдавливают горловину. Это очень важный момент. То есть не должно быть эффекта удушья, должно быть чувство легкости. Цвет украшений в целом под голубую рубашку могут быть разные. И медный, и серебряный, и золотой. И могут быть и цветные варианты, которые вам нравятся. Здесь мы сделали такой акцент и приподняли немного воротник для того, чтобы, так сказать, скажем, интересный эффект стилизации. Такой вариант подойдет для выхода в свет. Можно будет убрать, например, браслеты и оставить только шейное украшение. Либо же наоборот, либо носить сет полностью вместе. Сейчас очень актуальны броши, например, анатомические. То есть это руки, это могут быть какие-то части тела, губы там, и так далее. Все это в металлизированном варианте. Это такой вот простой эффектный вариант, когда можно пробовать брошь носить справа, слева, как вам удобно. Также такой вариант сейчас носят. Если мы с вами будем компоновать, например, с рубашкой, можем брошь добавить на лацканы пиджака, который вы выбираете, либо же жилета, и тем самым поддержать полностью весь сет. Еще один вариант – это платки, которые сейчас так актуальны. Казалось бы, платки набирали обороты, но хочу отметить, что они наберут обороты еще сильнее. И скоро платки мы будем носить с вами и в виде юбки, и в виде топов, и в виде всего, чего только можно. Мне нравится достаточно широкий вариант. Это когда 90 на 90 сантиметров. Почему? Потому что то есть можно много с ним сотворить и задрапировать и так далее. Я предлагаю попробовать сделать пояс. Один из вариантов, как носить такой большой платок, например, использовать металлическое кольцо, либо браслет, либо брошь, через который можно продеть платок. Тем самым у нас появляется такая акцентная деталь, и платок начинает выглядеть более элегантно, потому что когда мы просто завязываем его на талии, это немножко такой летний вариант, это такой эффект летнего парео, легкости. Да? В осенний, весенний, зимний сезоны я рекомендую использовать все-таки в сочетании с брошами. Следующий вариант – это акцентные детали. Мы используем вельветовый жилет, достаточно укороченный, тем самым он у нас не режет рост и является такой легкой декоративной акцентной деталью. Поддерживаем цвет за счет акцентных красивых украшений. Здесь они также стилизованы под национальное. Обратите внимание, что здесь по центру у нас сардана. Да? И как цветок красиво сочетается здесь у нас желтые, голубые, синие оттенки. Все это мы, скажем так, скрещиваем. И как результат у нас интересная стилизация такой вроде бы европейской тематики. Хотя изначально каждый предмет гардероба является, скажем так, стилизованный под национальную якутскую культуру. И следующий максимально трендовый и актуальный вариант – это неоновый синий. Это, во-первых. А во-вторых, это элемент одежды манишка, который мы с вами так сильно любим. Это такой хитрый вариант того, чтобы резко сменить офисный образ на стильный и интересный. Дополняем манишкой, отправляемся гулять с друзьями, а когда приходим на работу, можем эту манишку отложить, да, и снова, скажем так, использовать голубую рубашку в ее прямом назначении в офисном классическом стиле. Также эту манишку можно будет носить поверх вашего пальто или в сочетании с вашим пуховиком. В общем, вариантов для носки манишки на сегодняшний момент очень много. Попробуйте, используйте этот элемент в своем гардеробе, и я уверена, что вы будете самыми яркими на улицах нашего города. Четверг. Афиша. Премьеры. 3 слова, которые заставляют сердце биться чаще у любого киномана. Сегодня на экранах новые истории, новые герои, новые эмоции. Мы собрали для вас главные премьеры недели. Коротко, по делу и с самыми горячими рекомендациями. Смотрите, выбирайте, бегите за билетами, и пусть этот вечер будет по-настоящему киношным. Смотрите в кинотеатрах Якутска с этого четверга. «Одиссея» – эпическое приключение, которое уже называют главной премьерой лета. В главной роли Мэтт Дэймон. В центре сюжета царь Итаки Одиссей, который после победы в Троянской войне пытается вернуться домой к жене Пенелопе. Но боги против него. И вместо нескольких недель путешествие растягивается на долгие годы. Герою предстоит сразиться с сиренами, колдуньей, циклопами и другими мифическими существами.
Следующая не менее интересная премьера «Все, что мы потеряли». Трогательная испанская мелодрама, снятая по всемирно известному бестселлеру Элис Келлен. Начинающая художница Лея после гибели родителей теряет волю к жизни, перестает мечтать и рисовать. А единственный, кто способен вернуть ей веру в себя, это лучший друг ее брата – Аксель. Зрителей ждет классическая история о первой любви, эмоциональные качели и попытки разобраться в себе. Доброй ночи. «За любовь» – романтическая комедия о том, как магия помогает спасти брак. Семейная пара Вова и Марго, кажется, имеет все для счастья. Уютная квартира, успешная карьера и замечательные дети. Но за идеальной картинкой скрывается глубокий кризис. Супруги давно отдалились друг от друга. Все меняется, когда в их руках оказывается волшебная бутылка, исполняющая любой произнесенный тост. Это режиссерский дебют Андрея Малая и первая главная роль в большом кино для Ксении Бородиной, известной телеведущей. Ее экранного мужа сыграл Алексей Чадов, а роли детей исполнили дочери Ксении Бородиной и Оксаны Самойловой. За любовь. «Храбрый Давид». Анимационный приключенческий мюзикл, основанный на библейском сюжете. Юный Давид – добрый и смелый пастух, который живет музыкой, заботится об отцовском стаде и бесстрашно защищает овец от хищников. После встречи с пророком, предрекшим ему великое будущее, он попадает ко двору царя Саула. Фильм рассказывает о его знаменитом поединке с Голиафом и пути к воцарению над народом Израиля. Зрителей ждет красочное музыкальное приключение для всей семьи. Приятного всем просмотра. Храбрый Давид. В четверг мы привыкли тянуться к премьерам, но есть истории, которые создаются не в павильонах, а, например, в мастерских Владивостока. Мастер варит металл, собирает ларгу, и в этом столько же драмы, сколько в хорошем фильме. Это тоже про преодоление, про поиск формы, про то, как из грубого металла рождается образ, который будет жить в городе годами. Вот ложка столовая обыкновенная в руках мастера превращается в глаз нерпы. Очертания морского зверя уже читаются в этой конструкции. Каркасно-проволочная скульптура, то есть она на предмет очень легкая, опять же прозрачная, ей не страшен ни дождь, ни ветер, то есть более она устойчива к стихийным этим аномалиям нашим приморским. Сегодня скульптор, мастер по металлу Михаил Кинаш, работает над созданием ларги. Легкой, устойчивой к капризной погоде. Его тяжеловесные массивные объекты многие жители города хорошо знают. Железный тигр на набережной и гонщик рядом со стадионом «Авангард». Невесомых, но стильных нерп предложила создать Михаилу куратор объекта метацентры Юлия Климко. Главная идея этой программы – сместить акценты с центра и обозначить смыслы и узнаваемые образы в разных районах города. Так на Тихой, в Некрасовском сквере и в других местах Владивостока не только появились оригинальные арт-объекты. Вот и ларги к ним присоединятся, как символ города у моря. Это такие некоторые моральные, эмоциональные точки опоры, которые нам нужны, поскольку это наш город, это наш край, и есть вещи, которыми мы заслуженно можем гордиться. Более того, на мой взгляд, ларга – это не просто символ города. Мы действительно живем у края океана, и океан – это огромный мир. И сказать, что мы его знаем или его чувствуем, наверное, это такое некоторое преувеличение. И то, что у нас будет наглядное напоминание, что мы живем у этого бездонного океана, где жизнь по своим правилам, по своим законам, но мне кажется, это такая красивая метафора. Всего будет 3 композиции, выныривающие из воды нерпы, внимательно изучающие этот город. Один тюлень поселится в районе Семеновской, другим приготовили место на мысе Бурной рядом с водой. Просто огромный позитив получаю, и все. То есть я здесь целыми днями пропадаю. Мне очень это нравится.
осени Михаил должен закончить работу, и скульптуру установят на подготовленных местах. А у горожан появится еще один повод подумать о море, где живут эти удивительные существа, о художниках, которые помогают увидеть привычное пространство как территорию будущего, и о том, как искусство может быть не просто украшением города, а одним из способов его осмысленного развития. Ольга Сомкина, Александр Астафьев, «Панорама». Доброе утро, коллеги. Далее блок новостей. Студенческие строительные отряды начнут работать в ближайшие дни в селах Сордах и Дулгалах Верхенского района. Такое поручение дал председатель правительства республики Кирилл Бычков по итогам рабочей поездки в пострадавшие от паводка населенные пункты. Стройотряды окажут адресную помощь отдельным категориям граждан при ликвидации последствий подтопления и восстановлении домов. Также по поручению председателя правительства будет организован отдых детей из 2 сел в детских оздоровительных учреждениях столицы. Помимо этого, исполнительным органам власти совместно с администрацией Верхенского района поручено проработать вопрос обеспечения жителей сеном в связи с затоплением сельскохозяйственных угодий, а также обеспечить более раннее начало отопительного сезона. В Якутске стартовал 2-й этап всероссийского конкурса за нравственный подвиг учителя. Ежегодно площадка объединяет лучших педагогов страны, чьи проекты направлены на духовно-нравственное воспитание детей и молодежи до 20 лет. В этом году 21 победитель региональных этапов среди Дальнего Востока представят свои образовательные проекты. 4 из них из якутяне. Конкурс проводится совместно с Русской Православной Церковью и Министерством просвещения Российской Федерации. Конкурс проходит уже в 21 раз на всей территории Российской Федерации. Это крупнейший церковно-государственный конкурс. Аналога такого конкурса больше нет. Мы будем еще делиться опытом, как у нас проходит работа в наших регионах, потому что все представители Дальневосточного региона приехали. И заседания вот эти, они позволяют не только провести экспертизу работы, но еще какие-то межрегиональные связи у нас происходят. То есть мы договариваемся заранее о каких-то проектах совместных, об образовательных проектах, о культурных проектах. Вот этому будет посвящен сегодняшний завтрашний день. В Ленске продолжается благоустройство городского парка. 2-й этап в самом разгаре. В прошлом году городская администрация выиграла конкурс формирования городской среды с проектом обновления. В рамках программы на реализацию идеи выделили из федерального бюджета 100 миллионов рублей. Сегодня уже заканчивается укладка пешеходных и велодорожек, благоустроены места для зон отдыха, начато возведение сцены. Заключен контракт на строительство амфитеатра. Работы ведутся ударными темпами, чтобы до конца лета закончить основную часть благостроительных мероприятий. Контракты заключены, благоустройство у нас идет хорошими темпами, уже в принципе готовность такая достаточно хорошая, причем у нас контракт двухгодичный, но я думаю, благоустройство мы закончим в этом году. Малые архитектурные формы тоже мы с подрядчиком сейчас работаем, чтобы ускорились и смонтировали по возможности в этом году. Предстоящее 1 сентября в российских образовательных учреждениях будет посвящено темам единства народов России, сохранения исторической памяти, патриотического воспитания и укрепления традиционных духовно-нравственных ценностей. По данным Минпросвещения страны, особое внимание рекомендовано уделить участию в праздничных мероприятиях представителей разных народов страны, многодетных и многопоколенных семей, ветеранов боевых действий, участников СВО, выпускников, добившихся профессиональных успехов, а также представителей общественных организаций и национально-культурных объединений. Уточняется, что их выступления будут посвящены дружбе народов, взаимному уважению, сохранению исторической памяти и общей ответственности за будущее страны. Согласно ежегодному исследованию, индекс туристической привлекательности регионов России Якутия заняла 3-е место среди регионов Дальнего Востока и 16-е в общероссийском рейтинге из 85 субъектов. Об этом рассказали в региональном министерстве предпринимательства, торговли и туризма. На Дальнем Востоке республика уступает только Приморью и Камчатке. По России регион находится на одной ступени с Севастополем, Тамбовской областью и Забайкальем. В ведомстве отмечают, Якутия обладает уникальным природно-климатическим потенциалом для познавательного туризма и экотуризма. В регионе есть все, что нужно современному путешественнику: полюс холода, нетронутая природа, богатейшее культурное наследие и самобытные традиции коренных народов. На этом все. Хорошего дня и оставайтесь на нашем телеканале.
В этом году строительный комплекс Якутии отмечает 90-летие. За эти десятилетия отрасль прошла путь от первых деревянных построек до современных высотных кварталов на вечной мерзлоте. А к юбилею приурочена специализированная выставка недвижимости «Якутиан Экспо-2026», которая пройдет уже в эти выходные. На одной площадке соберутся более 20 застройщиков, не только из Якутска, но и из других городов. Сегодня у нас в студии организатор выставки Дмитрий Габышев. Дмитрий, доброе утро. Доброе утро. Дмитрий, расскажите немного поподробнее, что за выставка, кто приедет и вообще какие основные цели и задачи поставлены. 1-2 августа в Саха-академическом театре мы будем проводить самое крупное масштабное мероприятие в сфере недвижимости. Такого мероприятия, такого формата еще у нас в республике в этом направлении не было. Данное мероприятие приурочено 90-летию строительной отрасли в республике и 185 лет Сбербанку. В рамках выставки недвижимости «Якутиан Экспо» предусмотрена и деловая программа с участием федеральных и региональных государственных властей, с участием Министерства строительства Российской Федерации и Института развития Дом РФ. На выставке будут презентоваться самые лучшие проекты, которые строятся у нас, но и будут наши ведущие застройщики республики и строительные компании, которые строят частные дома. Также в рамках выставки будут проводиться не только деловая программа, но и предусматривается развлекательная концертная программа с участием звезд якутской эстрады. Также будет развлекательная программа для детишек. Будут развлекать наши аниматоры. Будем раздавать бесплатное мороженое, бабл-ти и... То есть можно прийти всей семьей? Да, абсолютно все желающие могут подойти. Те, кто планирует покупать недвижимость, те, кто хотят построить частные дома, они все могут подойти к нам 1-2 августа в Саха-театр. Ну и, соответственно, на площади концертная часть будет и развлекательная, а в самом Саха-театре уже будет проходить сама выставка и деловая программа. А какие меры государственной поддержки сегодня доступны якутянам, которые планируют улучшить, значит, свои жилищные условия? Многие, наверное, уже в курсе, да, и льготным программам относятся, льготные ипотечные программы, это у нас и семейная ипотека, и дальневосточная ипотека, сельская есть, IT ипотека, но популярностью у нас, конечно, пользуется дальневосточная ипотека, потому что там процентная ставка намного ниже, 2%. Вот. И еще хочу проинформировать население о том, что во время выставки будут специалисты сектора электронных услуг и будут консультировать население, как получить бесплатно дальневосточный гектар. Будут направлять, ответят на интересующие вопросы, ну и, соответственно, тем самым наши дорогие посетители могут отправить самостоятельно заявки, чтобы оформить такую, воспользоваться такой государственной поддержкой. Также у нас, как и ранее говорил, развлекательная программа, концертная программа. И абсолютно каждый посетитель данной выставки, который зарегистрировался как участник, посетитель, автоматически попадает в розыгрыш. Там у нас призы хорошие, интересные. Это у нас пылесос Dream, iPad 11 и самый главный приз у нас iPhone 17 Pro на 1 терабайт. Вот. А самое интересное, я бы еще добавил то, что те, кто купит квартиры в дни выставки, либо кто найдет строительную компанию, которая строит частные дома, мы тем людям дарим ваучер. Ваучер в Турцию – это отдых на 1 неделю на 2 персоны. Вот так. То есть можно прийти, получить подробную информацию, возможно, приобрести себе недвижимость, выиграть путевку в Турцию, получить iPhone? Нет, это не путевка, это ваучер. То есть определенная сумма? Да.
Да. Ну, тоже здорово. Не сумма, туда входит и трансфер, проживание в отелях. Как классно. Ну и, соответственно, экскурсии. Хорошо, регистрация. Вот вы сказали, те, кто зарегистрируется. Как проходит регистрация, что нужно для этого сделать? Для этого нужно следить за нашими новостями. Практически на всех афишах мы прикрепляем QR-коды, по которой можно пройти регистрацию. А вообще подобные выставки проходили уже в республике у нас, или это такой первый опыт? Мы в 2024 году проводили выставку недвижимости. Первая у нас это была. Было у нас посетителей более 600 человек. Вот, и тоже приняли участие ведущие наши застройщики, ну и, соответственно, были и застройщики с других регионов. Сейчас у нас география расширяется. Помимо наших ведущих застройщиков, местных будут и иногородние девелоперы-застройщики с Москвы, с Новосибирска, с Иркутска, ну и с Владивостока. И тем самым возможности приобрести квартиру в других регионах для наших посетителей тоже сыграют немаловажную роль. То есть эта выставка, это более такой, знаете, даже можно сказать, некий праздник, да? Можно прийти, отдохнуть, пообщаться, возможно, для себя приметить что-то, да, ну, в лучшем случае, конечно, приобрести. Ну, а в целом, конечно, эта выставка все же, в первую очередь, для нашего населения сделана. Мы таким образом собираем на одной площадке всех топовых, хороших, надежных застройщиков, где наши посетители по принципу одного окна, можно сказать, да, могут выбрать квартиру, получить ответы на интересующиеся вопросы, получить консультацию и тем самым сделать правильный выбор для приобретения квартиры либо для строительства частного дома. Дмитрий, то есть основной ваш зритель, клиент – это человек, который все-таки хочет либо улучшить свои жилищные условия, либо приобрести что-то новое. Абсолютно верно. Это, как я ранее говорил, получается приурочено к юбилейным датам, 90 лет строительной отрасли, ну и, соответственно, приглашаем всех. Приглашаем, да, всех наших телезрителей посетить данную выставку и приобрести недвижимость, увидеть все своими глазами и отдохнуть. Спасибо большое, Дмитрий, за такую интересную информацию. На этом, дорогие телезрители, наш эфир подходит к концу. Мы не прощаемся, увидимся завтра в 7:00 на телеканале Якутия-24 и НВК Саха.